О самых заметных событиях понедельника, 3 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Ежегодно растет количество больных с диализом. С какими проблемами сталкиваются пациенты и как они проходят лечение. Стартовала приемная кампания в первый класс. Заявление подают через госуслуги. Какие документы необходимы для поступления? Вдохновить ребенка на создание проекта – дело непростое и увлекательное. В Якутске продолжаются вторые юношеские научные чтения, что вдохновляет школьников работать с космической темой. А воспитанники Томодской детской школы искусств вынуждены ютиться в приспособленном под занятия помещении в цокольном этаже жилого дома. Почему так получилось, расскажем в сюжете. Во всем мире отмечают знаковое событие в истории изобретений 20 века. Ровно 50 лет назад был совершен первый звонок по мобильному телефону. Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Фонд будет оказывать поддержку ветеранам спецоперации, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, говорится в указе президента. Кроме того, фонд будет помогать членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Председателем фонда «Защитники Отечества» стала Анна Цивилева, глава Совета директоров «Колмар Групп». А период службы добровольцам зачтут в трудовой стаж. Президент также подписал закон, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании во время спецопераций. Документ также увеличивает размер единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица в связи с несчастным случаем на производстве с 1 до 2 миллионов рублей. Кроме того, унифицируется порядок подсчета среднего дневного заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Между тем, более 11 тысяч мер поддержки оказано на сегодня в Якутии участникам специальной военной операции и их семьям. Военнослужащим положен ряд льгот, начиная от бесплатного проезда до обязательного государственного страхования. Кроме этого, глава Якутии установил дополнительные базовые меры соцподдержки. В настоящее время продолжается набор на военную службу вооруженные силы России по контракту через пункты отбора военного комиссариата республики. В Трудовом кодексе специально предусмотрены особенности трудового взаимодействия с мобилизованными гражданами. На период мобилизации трудовой договор не прекращается, а приостанавливается, и за работником сохраняется место работы. Период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж и в стаж работы по специальности. На прошлой неделе глава республики подписал указ, которым установлены базовые меры социальной поддержки, которые обязаны предоставлять муниципальные органы. Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос о том, кто передал ей статуэтку, она отвечать отказалась. В Национальном антитеррористическом комитете ранее сообщили, что теракт в отношении Татарского спланирован спецслужбами Украины. Для его совершения привлечены агенты, работавшие с ФБК Алексея Навального, организации, признанной в России экстремистской, сторонницей которого и является подозреваемая Трепова. Идем далее. Сахарный диабет, гипертония и воспалительные заболевания почек – это основные причины почечной недостаточности. Как отмечают врачи, с каждым годом увеличивается количество больных с диализом. О том, с какими проблемами сталкиваются пациенты и как они проходят лечение, расскажет Светлана Амосова. По всей республике на сегодняшний день отмечается 550 диализных больных. Цифра растет за счет вторичных специфических поражений обеих почек, то есть осложнений после диабета. В медицине диализ – это процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. Это называется заместительной почечной терапией. В диализном центре пациенты проходят процедуру 3 раза в неделю по 4-5 часов. Функции почек
почек у них полностью утрачена, поэтому за них выполняет данный аппарат. Это так называемая искусственная почка. Сначала из артерии выкачивается кровь, проходит через фильтр, а потом обратно попадает в организм. Благодаря этому способу продлевается жизнь больного. Одна из пациенток центра уже 4-й год, не пропуская ни одного сеанса, проходит эту очень тяжелую процедуру. Стоит отметить, что люди с 5-й стадии уже на протяжении всей жизни вынуждены поддерживать организм с помощью искусственной почки. Благодаря этой процедуре мы живы. Живы, значит, очистка, кровь чистая, очищается. После диализа человек вообще целый день лежит дома. Очень сложная процедура для организма, для человека, который бы. И сам процесс, то, что он через день будет ходить в больницу, ложиться, да, это тоже стресс. В Центре современной нефрологии и диализа на сегодняшний день получают процедуру 80 пациентов. По словам врачей, средний возраст находящихся на диализе 50-55 лет. Это люди трудоспособного возраста и в основном с районов республики. Основное осложнение у пациентов, которые на диализе ходят, это сердечно-сосудистые осложнения. То есть это нагрузка на сердечную деятельность. Это получается гипертония. И основная причина, которая привела к почечной недостаточности, бывает сахарный диабет. Поэтому пациенты нуждаются в постоянном наблюдении кардиолога и эндокринолога. Также ежемесячно врачи контролируют анализы больных. На фоне этого назначаем лист процедуры. Это у нас коррекция идет анемии и костно-минеральных нарушений, чтобы не было там кальцификации. Врачи-специалисты выезжают на обследование населения в районы Якутии, благодаря чему выявляют болезнь на ранней стадии. Чтобы провериться на почечную недостаточность, сначала необходимо обратиться к терапевту и сдать анализы. Если в анализах выявляются минимальные изменения в виде появления белка, лейкоцитов и эритроцитов, тогда пациента направляют к нефрологу, и врач выявляет причину заболевания и назначает лечение. Благодаря раннему выявлению можно предотвратить или отсрочить процедуру диализа. Поэтому важно ежегодно проходить медицинские осмотры и сдавать анализы. Светлана Амосова, Джулс Накентьев, Якутск. Якутская птицефабрика запустила обновленный производственный цех номер 18. На площади более 1700 квадратных метров смонтировано итальянское оборудование с автоматизированной системой управления и контроля за процессами кормления и поения кур-несушек. Отопление, приток воздуха, а также система охлаждения объекта работает в автоматическом режиме. Монтажные работы бригада из числа работников птицефабрики проводила 2 месяца. Благодаря новшеству количество птицемест увеличено на 29 тысяч. Якутская птицефабрика поставила задачу до конца года увеличить производство яиц до 13 миллионов штук. 18-й цех для нашей якутской площадки птицефабрики является завершающим нашего плана модернизации до 2024 года. И благодаря тому, что мы здесь установили новое оборудование, вместо 38 тысяч птицемест, которое было ранее здесь в этом цеху, в здании, мы на сегодня имеем 69 120 птицемест, что позволит увеличить производство яйца в год. Ученики и преподаватели Томодской детской школы искусств вынуждены ютиться в приспособленном под занятия помещении в цокольном этаже жилого дома. Совсем недавно школа получила новое здание, но после месяца пребывания в нем вынуждена была съехать. Почему так получилось, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Прошлой осенью сбылась мечта преподавателей и детей, которые учатся в Томодской школе искусств. Они из старого деревянного здания переехали в новое, просторное, комфортное строение. Но радость была недолгой. Буквально через пару месяцев на стенах появились трещины, и здание было признано аварийным. Тут стоял двухэтажный дом деревянный, и он развалился, потому что, хотя была отсыпка мощная, он развалился, потому что здесь внизу оказалась линза. Вот. Ну, а вы понимаете, вода замерзает, лед рвет все. И бетон, и металл. И вот результат. Построили школу, построили, мощный фундамент был. Это все на моих глазах строилось. Вот. Мощный очень фундамент был. И я удивился, когда это все пошло-поехало, перегородки начали трескаться. Ну вот, финал вот такой. Здание новой школы пришлось в срочном порядке освобождать. Сейчас дети занимаются в приспособленном помещении в цокольном этаже одного из домов Томота и продолжают мечтать о собственном большом здании. Мы сейчас рисуем
приспособленном здании, но хотелось бы свое здание, где было бы больше места, где нам было бы комфортно. После нескольких судов застройщик, фирма «Кинг-95», подписал мировое соглашение с администрацией города и обязался на собственные средства построить новое здание школы с учетом всех особенностей грунта. Вот сейчас, как видите, уже фундамент залито. И вот как уже потеплеет, уже они будут строить школу. Ну, здесь уже мы маленько убрали в проекте. Крылья убрали, получается, где-то добавили. Классы тоже внутренние там уже переделки сделали. И фундамент, естественно, уже как АЯМ, там, как они делают, по этому проекту будут делаться. По заверению застройщиков, за весну-лето строительство будет завершено, и новый учебный год ученики школы искусств встретят в новом здании. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Томот, Алданский район. С 1 апреля стартовала приемная кампания на поступление в первый класс. Заявления подают через госуслуги. Список требуемых документов остался прежним. Нужны копии паспорта родителей, свидетельства о рождении ребенка, свидетельств братьев или сестер, учащихся в этой школе, а также справка о регистрации по месту жительства. Подробности в сюжете. Алексей недавно переехал в новый район и был очень рад узнать, что совсем рядом открывается новая школа. Один из его сыновей – будущий первоклашка. Собрав все необходимые документы, 1 апреля они успешно подали заявку через госуслуги в школу номер 39, которая 1 сентября впервые откроет свои двери для учащихся. У меня 2 сына пойдут, первоклассник и 6 класс. Первоклассник первый раз первый класс в новую школу. И вот мы уже сходили на экскурсию и были очень сильно удивлены тому, что в школе сделан упор на современные технологии, на IT-технологии. И очень сильно надеемся, что в этой школе наш ребенок получит качественное современное образование. В 39-й школе планируют набрать в 6 параллелей первых классов 210 детей. После принятия заявлений на поступление в образовательном учреждении проходят личные встречи с родителями. Всего школа рассчитана на 990 детей. Это одна из самых больших школ в Якутске. Кварталы, закрепленные за школой, являются 10, 11, 65 и 68. Проектная мощность школы 14 860 квадратных метров. Это 33 комплект класса, 12 классов начальной школы и 21 класс для основной и средней школы. В наступающем учебном году школы столицы региона готовы принять порядка 6 тысяч детей. По информации Управления образования, за первые 3 дня уже принято более 4,5 тысяч заявок. В памяти многих родителей сохранились длинные очереди и ночные дежурства у школьных ворот. Все это казалось неотъемлемой частью записи ребенка в первый класс. Но даже это не гарантировало того, что будущий первоклассник попадет в желаемую школу. Ведь могло просто не хватить места. Сейчас все это осталось в прошлом. Ведь все очереди перешли в интернет. С этого года процедура упрощена. Так родители или законные представители будущих первоклассников могут заранее подготовить черновик заявления. Форма для его подачи открылась на портале госуслуги еще 20 марта. А в день приема надо просто отправить заявку. 1 апреля, то есть у нас первый этап. Это у кого регистрация по городу Якутску, и льготникам, и преимущественно право братьев и сестер. А второй этап у нас начинается независимо от прописки, то есть регистрации, при наличии свободных мест. Для поступления в первый класс ребенку достаточно соответствовать по возрасту от 6,5 до 8 лет. Однако в исключительных случаях по заявлению родителей возможен прием в более раннем возрасте. Главное, чтобы у будущего покорителя наук было желание учиться. Юрий Осипов, Лилия Уваровская, Илья Сыромятников, Якутск. «Сердце отдаю детям». Региональный этап всероссийского конкурса проводят в Якутске. В двухдневном мероприятии участвуют 44 педагога из 19 районов по 9 направлениям. Наибольшее количество участников в номинациях «Техническая», «Социальная», «Гуманитарная» и «Художественная педагогика». Конкурс входит в план мероприятий года педагога и наставника. Главной целью является повышение роли учителя в творческом развитии детей и укрепление статуса педагога. Победители смогут представить республику на всероссийском конкурсе, который пройдет в Санкт-Петербурге. Организатор регионального этапа – Министерство образования и науки Якутии.
Я впервые принимаю участие в таком масштабном педагогическом конкурсе, как «Сердце отдаю детям». И хочу сказать, что я безумно рада представить свой район, свой центр на республиканском этапе. И хочу пожелать организаторам данного конкурса процветания, творческих взлетов, удачи. Ну и, конечно же, коллегам, чтобы все их планы реализовались. Вдохновить ребенка на создание проекта – дело непростое и увлекательное. В Якутске продолжаются вторые юношеские научные чтения. Какие работы представили школьники и что вдохновляет их работать с космической темой, расскажет Надежда Саханская. В честь тех, кто стремится к вершинам наук. В честь тех, кто уже их достиг. В честь тех, кто находится в этом зале. Сегодня праздник открыт. Научно-техническое творчество молодежи – космический потенциал России. В Якутске продолжаются вторые юношеские научные чтения. Мероприятие направлено на популяризацию достижений отечественной и мировой космонавтики. Больше всего вдохновить ребенка на освоение профессии получится только у ее представителя. Так, российский космонавт Олег Артемьев встретился со школьниками Якутска, которые задали ему волнующие вопросы. Я поступал в МГТУ имени Баумана. Была встреча с космонавтом, почти то же самое, что мы сейчас делаем в республике Саха, в Якутске. Встречаемся с детьми. И так получилось, что космонавт довольно-таки просто рассказывал про космос. И все, кто у него были на лекции, все так или иначе попытались стать космонавтами. У кого-то получилось, у кого-то нет, но все стали обладателями хорошей профессии. Уже вторые по счету королевские чтения вбирают в себя лучшие методики педагогики. Так, на примере космонавтики заинтересованные в этой теме дети могут добиться больших успехов благодаря полному погружению в тематику исследования. Макеты космического пространства, различные корабли, спутники, модели Солнечной системы, а также подробная информация о том, как устроена фаза Луны. Эти работы сделаны детьми начальных классов. И эта выставка не единственное мероприятие в рамках вторых юношеских чтений. Конечно, детям снится рокот космодрома. С горящими глазами они представляют свои проекты перед широкой и уважаемой публикой. В этом году королевские чтения охватили школьников с 1 по 11 классы. Мы делали проект на тему музея Циолковского города Калуга. Мы с моей командой весной ездили в город Москву и город Калуга. И там проводили исследования? Да, мы ходили по музеям. Решил сделать, выбрал именно эту тему. Ну и вот. Я бы хотел на тему говорится про что? Какие именно упражнения и сравнение ГТО к трудовой обороне и сравнение характеристик и норм космонавта. Новацией этих чтений стало открытие медико-биологической секции, в которой школьники представляют научно-исследовательские работы, посвященные особенностям человеческого организма. А в целом мне очень все нравится. А сегодняшняя секция, вот сейчас медико-биологическая, это одна из самых востребованных секций на сегодняшний день. И не только у нас в стране, но вообще в мире. Я уж про космонавтику и не говорю. Пожалуй, развивать направление инженерного образования и профориентации стоит именно со школьной скамьи, поскольку именно дети, познающие этот мир, принесут нам немало новых открытий. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Григорий Охлопков. Якутск. Накануне в Якутии отметили День отца. Герой нашего следующего сюжета – многодетный отец, который не только несет ответственность за благополучие семьи, но и является заботливым воспитателем и наставником для своих детей. Продолжат наши коллеги из Нерюнга. В семье Рахмановых 7 детей. Все воспитываются в духе семейных мусульманских ценностей, изучают Коран, арабскую грамотность, национальные традиции. Мы детей воспитываем, естественно, по мусульманским обычаям, так как мы мусульмане. Мы всегда им объясняем, говорим, чтобы они уважали старших. Они всегда хорошо учились, что в будущем обязательно это им все понадобится. Но самый приоритет – это, естественно, уважение старших. Не пить, не курить, так, спортом заниматься.
Насими и Елена вместе уже 16 лет. Когда-то, приехав в Якутию на заработки, остались здесь жить. Своими силами построили большой дом. Дети посещают кружки и секции, а свободное время проводят всегда вместе. Наш папа – это просто, я не знаю, праздник. Он дома, он с детьми играет, всегда и шумно, весело, то есть игрушки, подарки. Каждый день, независимо от того, что праздник, не праздник, он любит детям устраивать какие-то подарки. У каждого члена семьи свое увлечение. Мальчики занимаются спортом, девочки рисуют, вышивают и уже сами умеют готовить национальное блюдо. Между собой дружны, а к родителям особое уважение. Мой папа самый лучший. Он с нами играет, всегда с нами занимается. Он вообще самый лучший папа в мире. Несмотря на то, что глава семьи большую часть времени проводит в работе, досуг детей всегда в приоритете. Летом во дворе устанавливает бассейн, играет с сыновьями в футбол, настольный хоккей, читает книги. Вот ведь радостная весть. В мире город чудный есть. Величают Нерюнгри, воздадим ему мы честь. Эти стихи про Нерюнгри написала Елена Рахманова. Для каждого ребенка главный пример в жизни – это его родители. Ласковая мама, заботливый отец и крепкая любящая семья. День отца – еще один повод выразить уважение и благодарность всем мужчинам, воспитывающих детей, и напомнить про традиционные семейные ценности, являющиеся основой счастливого детства. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Честь имею. Второй фестиваль музыкального творчества состоялся в Якутске. Конкурс провели для сотрудников органов безопасности и правопорядка республики. Отметим, что мероприятие посвящено столетию Всероссийского физкультурного спортивного общества «Динамо». Всего представлено около 40 номеров по 10 различным номинациям. Вокал и хореография по направлениям соло, ансамбль и дуэт. Конкурсантов судили приглашенные гости, известные деятели культуры и искусства Якутии. 100 лет общества «Динамо» мы отмечаем с высоко поднятой головой. Накануне торжественного собрания проводим этот фестиваль. И лучшие коллективы, лучшие исполнители, которые будут удостоены гран-при и первых призовых мест, будут выступать у нас на торжественном собрании, посвященном столетию общества «Динамо», где будет награждение сотрудников, ветеранов, юных динамовцев. Во всем мире отмечают знаковое событие в истории изобретений 20 века. 50 лет назад в этот день был совершен первый звонок по мобильному телефону. Правда, мобильным его тогда назвать было сложно, ведь телефон весил около 1 килограмма и был внушительных размеров. О развитии сотовой связи в Якутии в материале Марферины Алексеевой. Первый звонок из мобильного телефона был совершен в 1973 году. Тогда заряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, а заряжать такой телефон нужно было около 10 часов. Сегодня современный мобильный телефон – это почти мини-компьютер. Мы узнали у жителей Якутска, что для них означает мобильный телефон. Сейчас с телефоном делается все, абсолютно все. Поэтому, я думаю, мне было бы сложно представить свою жизнь без телефона. Нам постоянно задают «Я-класс» в среду. Что задают именно? Я-класс. Я прожил свою почти жизнь без телефона. А вот на сегодняшний день сколько времени у вас уходит на пользование мобильным телефоном? Допустим, в сутки. В сутки, 2 часа. Нет, не представляю, потому что в интернете можно найти большую часть информации, убить время спокойно и провести время тоже с удовольствием. Конечно, могу. Мы так жили раньше. Обычно во время отпуска я уезжаю в Саилык, а там вообще нету интернета. И там могу прожить месяц примерно. А тяжело? Да нет, привыкаешь уже. Думаю, нет, потому что с помощью телефона можно найти любую информацию. Сегодня сложно переоценить роль средств связи в нашей жизни. Больше нет необходимости совершать многие действия, которые раньше требовали и времени, и сил. Например, запросить документы или оплатить счета за свет, газ и воду теперь можно с помощью мобильного телефона. На сегодняшний день в Якутии в зоне охвата сетью 3G и 4G проживает около 85% жителей. Активно ведется работа по проведению высокоскоростного интернета в арктические районы. Начата реализация проекта «Синергия Арктики», по которому к волоконно-оптической линии связи будут подключены все районные центры арктической зоны, в том числе 86 населенных пунктов будет появится
волоконно-оптическая связь, и, соответственно, наравне с этим будут появляться и сотовые операторы, увеличиваться, модернизироваться с 2G до стандарта 4G, ну и в населенных пунктах появится мобильный интернет. Так, к 2026 году высокоскоростным интернетом планируется обеспечить все районные центры арктических районов Якутии. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и до свидания.